В эфире программа «Новости». Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии ведущий Василий Радченко. Здравствуйте. Массовое производство вакцины от коронавируса в России начнется в сентябре этого года. Российская академия наук и природный парк Ленские столбы подписали соглашение о научном сотрудничестве. А мирнинские выпускники, как и все в нашей стране, отметили окончание школы не поездкой к достопримечательностям, а в онлайне. Первую вакцину от COVID-19 начнут производить в сентябре этого года. По плану ее регистрация состоится в августе, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Как сообщалось ранее, первые испытания на добровольцах, сотрудниках, работающих над вакциной, прошли в мае. А сейчас проводятся полномасштабные клинические исследования совместно с Минобороны. Над вакциной работали Национальный исследовательский центр «Гамалея», Центр «Вектор», Роспотребнадзор и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток. В «Векторе» заявили, что готовы производить 5 миллионов доз вакцины ежегодно. Эксперты рассказали, как будет происходить голосование по поправкам к Конституции. Материал опубликовала «Российская газета». Голосование продлится 7 дней, с 25 июня по 1 июля. Это сделали для того, чтобы не собирать сразу много людей на участках. Режим их работы в июне может отличаться в разных местах, но 1 июля большинство пунктов откроется с 8 утра и закроется в 20 вечера по местному времени. Чтобы поток голосующих был более равномерным, участковые избирательные комиссии дадут рекомендации жильцам каждого дома, когда лучше прийти на участок. О том, что будут содержать бюллетени и какие поправки вынесены на суд россиян, рассказал член Совета ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Ильин. Всего насчитано 206 правок по всей Конституции Российской Федерации. Они затронули более 40 статей Конституции Российской Федерации. И можно разделить их на 7 основных блоков, такие как это поправки, связанные с историей и политической системой, поправки в области традиционных семейных ценностей, прав, свобод человека, изменение полномочий Федерального собрания Российской Федерации, расширение полномочий президента, сокращение полномочий правительства, ограничение прав местного самоуправления, поправки, относящиеся к реформе судебной власти, и отказ от исполнения части решений международных судов. Время идет, в целом страна меняется, люди меняются, внешние какие-то обстоятельства страны меняются, и необходимо оперативно реагировать на все эти изменения, поэтому части каких-то моментов уже просто необходимы. Хотелось бы сказать, что в день голосования в бюллетене мы увидим только 2 строки. Вопрос будет один. Вы одобряете изменения Конституции Российской Федерации или нет? Соответственно, голосовать придется целым блоком за все поправки сразу и ставить галочку в пункте «Вы одобряете» или «Не одобряете». Конечно, я пойду голосовать, хожу на каждые выборы и всех всегда призываю ходить голосовать, потому что это в любом случае выражение своего мнения. И через это выражение мы принимаем участие непосредственно в управлении нашей страны и в выборе того курса, куда движется наша страна. А о том, какие меры для безопасного голосования примут в нашем регионе, узнаем у Полины Долинской. Республика готовится к общероссийскому голосованию. К принципам открытости и прозрачности добавятся беспрецедентные меры безопасности. Главной задачей избирательной комиссии является обеспечение безопасности для здоровья как для голосующих, так и членов избирательных комиссий. Мы принимаем все зависящие от нас меры, которые рекомендованы нам Центром избирательной комиссии России совместно с Роспотребнадзором Российской Федерации. В целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении общероссийского голосования подготовлены соответствующие рекомендации избирательным комиссиям, участникам голосования и наблюдателям. Согласно этим рекомендациям, в избирательных участках необходимо организовать следующие мероприятия. Это раздельные потоки участников голосования, то есть раздельные входы и выход. Должен быть исключение массовых скоплений людей, бесконтактную термометрию, специальные линии указателей должны быть для соблюдения социальной дистанции, должны быть антисептические средства.
Во избежание массового скопления людей граждане могут проголосовать в течение дополнительных 6 дней до основного голосования. 25 июня участки примут первых голосующих. Помимо избирательных пунктов, голосование будут проходить на дому. С 25 числа, подав заявку в участковую избирательную комиссию, или с 16 числа уже можно на портале госуслуг подавать такие заявки, и можно тогда будет проголосовать вне помещения для голосования. Ну, то есть то, что известно избирателям как голосование на дому. В настоящее время не требуется наличие какой-то уважительной причины для подачи такой заявки. Достаточно позвонить в участковую комиссию, и к таким избирателям участковая комиссия, начиная с 25 числа, уже может осуществлять выезды. На каждом участке будет организован пункт температурного контроля. Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, таких как одноразовые перчатки, маски и одноразовая ручка. В целях соблюдения социальной дистанции будет нанесена разметка. В течение всего дня пункт голосования будет неоднократно проветриваться и обрабатываться дезинфицирующими растворами. Забота о гражданах своей страны – это обязанность государства, а участие в голосовании за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации – это гражданский долг каждого из нас. Ведь именно от этого зависит наше с вами будущее. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск. Российская академия наук и природный парк Ленские столбы подписали соглашение о научном сотрудничестве. Взаимодействие будет происходить в сфере научно-технической и исследовательской деятельности. На базе парка также будут разрабатываться научные методы охраны природы. В результате выигрывает не только регион, но и все российское научное сообщество, сказал директор парка Аркадий Семенов. По его словам, это единственный объект в республике, который заключил подобное соглашение с Академией наук на сегодняшний день. В данное же время природный парк Ленские столбы закрыт в связи с пандемией. Выход из карантина будет согласно указу главы для культурных объектов республики. Ленские столбы были излюбленным местом выпускников. Однако из-за эпидобстановки и закрытого режима мирнинские без 5 минут абитуриенты праздновали вечер в онлайне. Как ребята отнеслись к такому формату, сюжет Ксении Исламовой. Выпускной, и ты в красивом платьице. Об этом Ксения мечтала весь учебный год. Наряд 11-классница давно купила. Праздничные туфли разнашивала 2 месяца, пока готовилась к экзаменам. Долго подбирала украшения и аксессуары. Теперь и они не нужны. Такое только в страшном сне увидишь. Я заказывала свои туфли целых 2 раза. Первый раз мне пришел не тот размер, который я хотела, а второй раз я уже узнала, что карантин, и все это началось, и стало так печально, что я не смогу их даже надеть на выпускной. Я так мечтала об этом, они такие красивые, я так ждала. Для другой старшеклассницы Кати новость о том, что выпускной вечер будет у экрана телефона, а не здесь, на площади Мирного, тоже стала неприятной. Мириться с тем, что праздник пройдет онлайн, ей совсем не хочется. Именно на выпускном меня должны были награждать на премию главы района по спорту. И очень бы хотелось выйти на сцену под аплодисменты. Я считаю, что заслужила получить ее на таком торжественном мероприятии. И обнять их, сказать теплые слова. И теплые слова, конечно, будут, онлайн или офлайн. Понимая всю важность этого долгожданного дня, чиновники все же не исключают, что такой праздник станет возможным. Планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате. Но, увы, не в Алмазном регионе. 12 июня. Именно в этот день пройдут онлайн-выпускные для Ксюши, Кати и сотен других детей, их родителей и учителей. Почему так рано, совершенно непонятно. Ни экзаменов, ни аттестатов у детей. Смысл этого мероприятия. Мы уже проводили одно такое мероприятие, последний звонок, когда технические возможности не позволили нам сделать для детей настоящий праздник. Все готовы ждать, ЕГЭ перенесены. К чему такая спешка? На этот вопрос они и не ждут ответа. Мечтают, что все же рано или поздно выгуляют новые туфли, учителя обнимут учеников и все вместе пройдутся по главной улице своего города.
В мессенджерах и социальных сетях то и дело появляются фотографии с нарядами выпускников 2020 года. Например, вот такие маски или праздничный защитный костюм. Ну а сами выпускники называют себя не иначе, как «Корона-выпуск». Даже сделали соответствующую надпись у одной из школ города Мирного. Пожалуй, единственный день в году, когда можно прийти под утро и не получить упрек от родителей, рискует превратиться в праздник онлайн с зависающим видео. Что происходит? Меня видно, слышно? Хорошо. Ксения Исламова и Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Житель Алдана Евгений Сафонов – мастер по призванию. Специально плотницкие навыки он не осваивал. 7 лет назад мужчина почти утратил слух. Затем, получив травму руки, оказался ограничен в движениях. И решил попробовать силы в новом для себя деле. С шедеврами мастера ознакомилась Татьяна Вахнина. Главное, чтобы было желание. Тогда работа идет легко и радостно. Идея воплощается в жизнь гармонично и красиво, убежден Евгений Сафонов. Евгений – мастер резьбы по дереву. Шедевры он создает в мастерской, некогда бывшей гаражом. Иной раз вещи красивые, но людям нравится. Заказывают, берут. В юности Евгений интересовался машинами и после школы получил профессию автомеханика. Позднее освоил юридические науки. Резьбой по дереву мужчина увлекся несколько лет назад. Обстоятельства, приведшие к вершинам мастерства, явились отнюдь нерадостными. Перелом ключицы. И надо было разрабатывать руку. И вот взял в руки резак и начал резать. Ну, так можем сказать, разрабатывать. И вот до сих пор разрабатываю. Вот эта рамка с фотографией сынишки школьника – первая работа Евгения. А за без малого 6 лет мастер создал десятки шедевров. Сноровка наращивается с каждой поделкой. Евгений увлекается охотой и рыбалкой, и рукоятку незаменимого в тайге заводского ножа он расписал затейливой резьбой. В числе последних работ – шахматные и нардовые доски. Основную часть времени мастер затратил на вырезание орла и волка. Начинаешь видеть не изначально кусок дерева, а уже готовое изделие. Как бы видишь и пытаешься воспроизвести его. То, что в голове вот оно есть. Ну вот и так и режешь потихоньку. Евгений создает не только сувениры и предметы обихода. Он понимает толк в плотницком деле и строительстве. Мебель для дома мастерит сам, а в прошлом году возвел баню. На строительстве работал один. Собственные идеи своими руками воплотил и во внутреннем убранстве. Ну да, вот этот гараж, получается, построил своими руками в одном. Баню, дом вот пристрой. Тоже там пытался. Но что-то получилось. Недавно Евгений решил испытать силы в отделке камня. О тонкостях ювелирного дела он советуется с братом, профессиональным камнерезом. Инструмент для работы Евгений приобрел, а вот верстак сделал своими руками. Вот этот олимпийский мишка из нефрита – первая проба мастера. Олимпийский мишка пока не завершенный сувенир. По словам мастера, труда здесь предстоит еще много. В готовом виде изделие будет прозрачным. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Бизнес-игра для аграриев «Начинающий фермер» впервые пройдет в международном формате. Интеллектуальное соревнование, зародившееся в Дагестане, за 8 лет вышло на мировую арену. В этом году у игры появились партнеры из Беларуси, Казахстана, Армении и Германии. Зарубежные сельскохозяйственные организации решили провести национальные этапы игры и пригласить победителей из России на стажировку. Раньше игра была доступна студентам вузов и колледжей. Позже включились старшие школьники и молодые предприниматели в возрасте до 35 лет. И на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.